В Ленске продолжается борьба за экологическую сохранность окружающей среды и реки Мухтуйка. Общественность не намерена допустить сброса сточных вод в реку и продолжает искать возможность приостановить строительство объекта. Подробности у наших корреспондентов. Общественность Ленска пытается не допустить дальнейшее строительство канализационной сети компании «Газпром» и спуск сточных вод в реку Мухтуйка. Борьба длится уже несколько месяцев. Написаны письма в прокуратуру, правительству республики, президенту России и «Газпрома». Но ни на одно письмо ответа не получено. Строительство продолжается. Стройка продолжается. Значит, слив этот у них в плане стоит. Как они говорят, проект мы этот не можем отменить. Мы на этом не остановимся. Значит, мы прекрасно понимаем, что нас повозмущаетесь, и все на этом закончится. Нет, на этом не закончится, мы все равно не позволим сделать этот сброс. Не допустит сброс сточных вод в реку и Роспотребнадзор, так как это запрещено по санитарному законодательству. То есть само строительство не было согласовано на уровне управления Роспотребнадзора в республике. Представители «Газпрома» обратились в Министерство охраны природы и напрямую согласовали проект там. Получается, сброс сточных вод в черте города по санитарному законодательству запрещен. Они должны согласовать, все-таки рассмотреть варианты подключения своей системы канализации в общую городскую систему и таким образом канализовать свой вахтовый поселок в черте города именно с городской канализационной системой. Также Ирина Ступкина добавила, что проект, в котором предполагается спуск сточных вод, какую бы степень очистки они не прошли, в реку Мухтуйка согласование в Роспотребнадзор не пройдет. Сегодня прокуратурой района после проведения проверки в адрес директора компании дано предписание. Мы подготовили предостережение, объявили его директору предприятия, то бишь это линейное производственное управление магистральных трубопроводов «Газпром Трансгаз Томск». Предупредили о том, что недопустимо нарушать требования законодательства, и предупредили о мерах ответственности за нарушение. Получить комментарии директора компании «Газпром Трансгаз Томск» нам не удалось, так как это сделать невозможно без согласования с вышестоящим руководством. Письма направлены. Мы продолжаем следить за развитием событий. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.